готовился определенный кадровый потенциал. И прежде всего эта работа была направлена, повторюсь еще раз, на то, чтобы создать из крымских татар силу определенную, которая должна была сыграть свою роль в последующих событиях. Ну, зачем это делается? Я думаю, что да, потому что везде нужны свои инструменты. К огромному сожалению, крымские татары были выбраны для реализации определенных, ну, скажем так, нечистоплотных целей. Что касается современных тенденций, то, знаете, вот мне тут экспертом представили, да, журналистам, я считаю, что нам очень не хватает экспертного мнения наших авторитетных людей. И вот те информационные площадки, которые создаются, которые работают достаточно эффективно, они как раз направлены на то, чтобы крымские татары сегодня слышали экспертное мнение, прежде всего своих соотечественников, да, потому что мы должны ориентироваться на мнение наших аксакалов, на мнение наших ученых, на мнение наших исследователей, на мнение представителей культуры. И действительно это очень важно. И говоря об этом, я вспоминаю слова нашего многоуважаемого это Шавкет Ага Мустафаев, ветеран национального движения, и как раз когда мы обсуждали этот вопрос, он сказал, казалось бы, очевидную вещь, но мне кажется, в этом кроется глубокий смысл. Он сказал о том, что крымские татары сегодня на своей родине, да, им должны чувствовать здесь себя хозяевами. При этом это не означает, что мы должны там просить постоянно там о каких-то привилегиях, да, мы должны прежде всего нести ответственность и за себя, за свой народ, за свои семьи и за всех крымчан, которые в Крыму проживают. Сегодня мы почтили память Нумана Челебихана, ведь как раз ему принадлежит известная цитата, если позволите, я ее воспроизведу. Народы Крыма представляют собой прекрасный букет, и для каждого народа необходимы равные права и условия, ибо нам идти рука об руку. И вот понимание ответственности, прежде всего, я считаю, что это ключевая составляющая сегодня. Ответственность всех, кто себя окружает, и за Родину в таком глобальном отношении в том числе. Знаете, меня очень радует, как-то греет душу, когда к нам, в том числе на наши экспертные площадки, приходят чиновники, лидеры мнений из совершенно разных регионов, не только из столицы, мы как-то пытаемся консолидировать всех. И в этой связи очень рада, что формируется новое поколение крымско-татарских управленцев, чиновников, общественных деятелей, волонтеров, которые понимают, действительно в полной мере понимают те обстоятельства, в которых мы живем, они несут эту ответственность и реализуют достаточно эффективно и успешно те проекты, которые сейчас выполняются, и те, которые мы в скором времени увидим эти результаты. Поэтому вот переходя уже ко второй составляющей, да, вот мы мировоззренческой немножко сказали, вторая предметная, главная задача сегодня – формирование кадрового потенциала, кадрового резерва, формирование такой уверенной базы во всех направлениях и во всех сферах жизни и деятельности. Я работаю в том числе в ВУЗе, я доцент кафедры истории, может, у меня какая-то профдеформация, но тем не менее, на мой взгляд, для нас это сегодня одно из наиболее ярких и приоритетных направлений формирования и работа с молодежью, да, потому что банально, конечно, но будущее именно за новым поколением, поэтому нам нужно уделять в этом отношении такое приоритетное внимание. И здесь речь идет, естественно, об идеологической составляющей, да, потому что это основа формирования таких ключевых ценностей, целей, которые каждый человек ставит сам перед собой, перед своей профессиональной деятельностью, в рамках страны вообще в целом. И компетенции, потому что рынок труда сегодня очень конкурентный, да, и требования, стандарты очень высокие, поэтому высшие учебные заведения, ну, школы прежде всего, да, должны ориентироваться и на раннюю профориентацию, должны
ориентироваться на качественную подготовку специалистов с достойным набором компетенций, потому что одно дело просто говорить о чем-то, да, другое дело выполнять конкретно те задачи, которые перед тобой стоят как перед профессионалом. Поэтому в этой связи я считаю, что это вот наша главная цель, да, и наша главная тенденция сейчас подготовить максимальное количество, уделить внимание работе с новым поколением для того, чтобы они достойно развивали нашу республику, они достойно представляли свой народ и вообще Крым на общегосударственном уровне. И мы действительно с нашим новым поколением. Это работа большая, да, и я как человек, который занят в сфере образования, прекрасно понимаю, насколько эта задача комплексная и сложная, но тем не менее за этим будущее. Да, без этого нам очень сложно будет что-то проектировать, говорить о каких-то задачах, которые нам нужно будет реализовывать. Поэтому считаю это направление приоритетным. Наряду, безусловно, с развитием наших традиционных ценностей, с приобщением нашей молодежи к нашим духовным ценностям, и это база, это основа, да, потому что дальнейшие настройки они без этого не будут иметь никакого смысла. Поэтому вот вы меня попросили о ключевых тенденциях, я бы именно это обозначила, да, как нашу ключевую цель и нашу ключевую задачу. Вот сегодня я вижу много молодых людей, молодых ребят, которые только вот начинают свой путь. И я призываю всех максимально ответственно к этому отнестись и стать настоящими профессионалами в том направлении, которое каждый для себя выберет. Не хочу вас долго отвлекать, я надеюсь, что я обозначила такие ключевые направления и темы, которые действительно на сегодняшний день являются для нас приоритетами. Я вас благодарю за внимание.